Юрту после похорон родителей султана еще не разобрали. Поминки по кыргызской традиции будут продолжаться еще 40 дней. В этой семье тем страшным утром лишились сразу 4 близких людей. О том, что вся его семья погибла под обломками упавшего самолета, султан узнал, когда пришел из школы. Утром, проводив его до автобуса, мама первоклассника вернулась домой. Через несколько минут рухнувший на поселок турецкий Боинг стер с лица земли их дом. Я разговариваю с ним, но он не может вспомнить. Ему кажется, что они еще придут. Когда мы решим все проблемы, я планирую отвезти его домой. Показать: «Сынок, смотри, у тебя дома больше нет. Мамы и папы тоже нет. Теперь ты мой сын». Вместе с родителями в авиакатастрофе погибли младший брат и 4-месячная сестра султана. Их своими телами успели прикрыть родители султана Азамата и Наргиза. Такие выводы сделали спасатели, когда извлекали тела из-под обломков. Несмотря на старания мамы и папы, выжить малыши все равно не смогли. Сразу после трагедии Бурулкан Джумалиева поехала домой к сыну. Я уже доезжала до дома Азамата и увидела машины скорой помощи. Их было много. Когда мы подъехали туда, я увидела мужа и сразу поняла, что их нет в живых. Незадолго до того страшного дня ее сын собирался переехать из злополучного поселка, хотел отправиться на заработки в Россию. Жену Азамат планировал перевести к матери. Они жили в городе на съемной квартире. Я их попросила переехать сюда, поближе ко мне. Дом, где они жили здесь, принадлежал другим людям. Они платили небольшую арендную плату и присматривали за ним. В этом же поселке жила и дочь Бурулкан Джумалиевой. Беременная женщина, ее муж и дети смогли спастись лишь благодаря чуду. Отлетевшее от шасси колесо застряло в дверном проеме в метре от их кровати. Им негде жить. Поэтому вчера утром, когда мы разговаривали, они сказали, что будут искать квартиру. Тогда я сказала, чтобы они тоже пошли и попросили помощи. Что теперь будет с ее внуком, Бурулкан Джумалиева уже решила. Султана она, конечно, усыновит и чуть позже отдаст в один из престижных лицеев Бишкека. Помочь в этом маленькому мальчику вызвались уже сотни кыргызстанцев. История султана, так же как судьба другого мальчика, Джахшылыка, оставшегося одного после авиакатастрофы, не оставила равнодушным ни одного кыргызстанца. Обоим школьникам один из местных бизнесменов пообещал подарить по квартире. Дюбек Бегалиева, Сабыр Абдымамунов, Азат Антымаков. В настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.